А что касается этого самолета, на котором это все произошло, сейчас трудно говорить, что там могло как бы быть. Мог быть погодный фактор, сейчас дует сильный ветер, могла отказать мать, часть. Мог бы быть и всякий бывает и человеческий фактор. Вот. Но сейчас говорить о том, что как самолет попал в эту ситуацию на стадии испытаний, то есть это самолет «Дельфин», не проводили ему уже, кстати, тоже не первый год проходит так называемая сертификация, чтобы получить сертификацию типа. Вот. И результатами, к сожалению, стала вот такая вот трагедия. Поэтому, если честно, самолет, он, мы будем говорить, не имеющий еще сертификата типа, не называется самолетом. Это, так сказать, разработка, вот, которая привела, на типе котором произошло это. Если честно, в любом, знаете, вот если рассматривать все моменты, в которых попадали летчики-испытатели, то это происходит и происходило. Знаете, вот в Киеве есть целое кладбище летчиков-испытателей. То есть практически каждый третий, испытывая самолет, чтобы обыкновенный пассажир или чему бы этот самолет не принадлежал, к военной авиации или гражданской, так называемый, поимел сертификат типа, кто-то его испытывает. И вот, к большому сожалению, вот такие вот имеются плачевные результаты. Говорить об этом самолете, что что-то с ним так или не так, он в стадии испытаний, он в стадии сертификации. Погибали ли когда-то раньше? Да, конечно, погибали, я уже как-то сказал. Ну вот, к большому сожалению, так. Говорить о том, что хорошо ли это в украинской авиации, да, конечно, хорошо. Что кто-то занимался и занимается до сих пор именно вот разработками, сертификацией, чтобы в нашей стране появились дополнительные самолеты, именно завод, производитель. Да, можно, конечно, рассуждать, не сравнивая с какими-то форматами, но тем не менее, если кто-то занимается развитием авиационной отрасли на различных форматах, там, большой авиации, легкомоторной авиации, вот, то это в любом случае есть такая заслуга. А, знаете, как говорится, в любом деле есть так называемые жертвы.